Друзья, сегодня я расскажу вам об основном виде сельскохозяйственных культур – хлебопашестве. Хлебопашество в Якутии зародилось всего 1,5 века назад, в 60-х годах 19 столетия, с появлением купцов и русских крестьян. До этого местное население совершенно не ело овощей, а употребление хлеба было очень ограниченным. Основными занятиями местного населения были скотоводство, рыбная ловля и охота. По мнению доктора исторических наук Георгия Башарина, хлебопашество в Якутии началось с Амгинской слободы с 1672 года. Крестьяне Амги занимались хлебопашеством беспрерывно, несмотря на неурожайные годы. Занимались им изначально не только русские, но и якуты. Как признавался Вацлав Серошевский, якуты захватывают производство хлеба в свои руки. Хлебопашенными районами были все без исключения улусы Амгинско-Ленского плоскогорья, прилегающая к Лене часть Нанского улуса, Алекминский, Сунтарский, Мальхинский и отчасти Верхневлюйский. А сейчас я расскажу про удивительное место в Якутии – Никольскую слободу, или по-другому село Никольцы. Они были основаны в первой половине 19 века. Началась история возникновения с переселения в эту местность крестьян для занятий хлебопашеством. Никольская слобода с самого начала своего возникновения стала одним из первых очагов хлебопашества в Намском районе Якутии. Ознакомиться со всеми фактами этого периода в истории земли Олонхо можно в местном музее. На его территории хранятся бывшие орудия труда хлебопашцев и даже настоящая мельница. Пользоваться такими мельницами перестали еще в XIX веке, и им на замену пришли ветряные и водяные аналоги. Мельницы имелись далеко не у всех, а вот такие жернова точно были в каждом доме. В XIX веке Никольская слобода была создана с одной целью – научить якутское население молоть пшено и печь хлеб. Так новопоселенцы стали обучать местных жителей обрабатывать землю, сеять хлеб, использовать серп и косу. Эти поля были усеяны пшеницей и рожью. К сожалению, сегодня на этой земле выращивают только овес. Но есть серьезные планы возродить былую традицию и снова сеять пшеницу. Ну что, друзья, вам было интересно узнать про Никольскую слободу? Я надеюсь, что да. До следующих эфиров.